Нургуль работает водителем в службе такси больше года. Водительский стаж составляет 5 лет. Раньше она работала в одном из высших учебных заведений. И из-за низкой оплаты труда пришлось уйти. В 2010 году она приняла ислам. После этого долгое время не могла найти работу, так как многие работодатели скептически относились к ее внешнему виду. Год назад она устроилась работать в службу такси и ежемесячно зарабатывает неплохие деньги. Клиенты исключительно только женщины и дети. Наше такси, услуга такси, предоставляем услуги для женщин и для детей. Так как по шариату не позволяется женщинам находиться с мужчиной близко в одном салоне, и многие мужья тоже не одобряют, когда женщины куда-то едут и едут, например, с другими такси, когда за рулем мужчина. Мужья нам доверяют, и в основном наши клиенты – это женщины и их дети. В таксомоторной компании на данный момент работает около 35 женщин разных возрастов. Набор женщин-водителей в компанию проходит тщательно, а водительский стаж должен быть не менее 3 лет. Получается, мы уже сейчас работаем со многими частными школами, с садиками. Ну, также обычно вот наши городские, наши девушки, клиенты, наши милые дамы, которых мы постоянно готовы развозить. По факту, ну, конечно, бывает, когда наши машины приезжают поздно, да, это так, это, конечно, этого не скрыть, но у нас на это тоже есть причины, потому что водителей у нас мало, мы остро нуждаемся в водителях. У нас сейчас по факту работает 35 в городе. До пандемии нас было много, а после пандемии вот как-то вот работа немножко прекратилась из-за обстоятельства. И сейчас вот мы стараемся, раскручиваем базу. Номера у нас, принимаем заказы с WhatsApp, по WhatsApp и этот мобильный. На Билайн, на Ошка, на все у нас номера работают. Особенно популярной среди мам стала услуга такси «Автоняня», согласно которой по заключенному с родителями контракту предусматривается доставка детей без присутствия родителей в школу, к бабушке в детский сад. Женщина-водитель сопроводит ребенка и сообщит по телефону родителям по факту доставки ребенка в пункт назначения. Если это обусловлено договором, то женское такси доставит вашего ребенка и обратно из школы, детского сада в указанное время. Могут они выбирать и водителя, и машину преимущественно, и даже район они смотрят. Обязательно при этом у водителя должна быть городская прописка, конечно. Также год вождения не менее 5 лет. У водителей женщин много постоянных клиентов, которые вместе уже несколько лет. Они доставляют их в аэропорт, по магазинам, забирают из кафе. Я пользуюсь этой службой такси с момента открытия, потому что не только для меня, но и для всех представительниц прекрасного пола безопасность прежде всего. Я доверяю женщинам-водителям больше, чем мужчинам, поэтому я выбрала именно это такси. Стоит отметить, фоновое чувство страха за себя присуще всем женщинам, особенно когда нужно доверить свою жизнь другому человеку. Пример с водителем такси яркое тому подтверждение. По этой причине и потому, что заработать на вождении можно немаленькие деньги, в Бишкеке появляется все больше женщин-водителей такси, отмечают специалисты. Азамат Кенжешев, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.